Знаешь, что Рериховское общество. Да. Итак, Владимир Иванович слово имеет до Рериховского общества и с картиной. Да, вы догадались. Вот это замечательно. Вот это у нас зонтик был, а картины не было. Да. Так. Пожалуйста, Владимир Иванович, вам слово. Ну, с Майей мы давно знакомы. Дорогие друзья, кто нас фотографирует? Внимание, все сюда. Давно Это мы Рериховское общество поздравляет Шаляпинское общество. От общества к обществу. Уже много лет мы знакомы, наверное, лет 15, может быть, даже побольше. И всегда нас сюда притягивает, в этот замечательнейший музей, где очень много света, очень много красоты. Люди приходят и наполняются вот в учебном заведении, прежде всего, по-моему, красотой, когда оказываются вот в этих хоромах. И, конечно, это заслуга, колоссальнейшая заслуга именно Майи Ивановны. Я думаю, это место уникально у нас в городе, но других таких трудно сыскать. Когда приходишь в помещение и чувствуешь здесь красота, здесь какое-то высокое, духовное, чистое состояние. Оно охватывает сразу же всех людей, потому мы уже несколько раз здесь проводили свои выставки картин, выставки фотографий по нашим совместным поездкам в Индию, в Гималаи. И с тех пор всегда, вспоминая Майю Ивановну, мы говорим о том, что изумительный в нашем городе есть человек. Благо, что такие люди все-таки есть. Они держат у нас в городе культуру, поддерживают свет, поддерживают хорошее устремление людей. Майя Ивановна одна из этих, из очень нужных нам, людям, людей. Мы очень счастливы, что такое есть. Мы были с Майей Ивановной 2 раза в Гималаях, и вы знаете, говорят, что хочешь проверить человека, тащи его в горы. Вот удалось Майю Ивановну пригласить, и Майя Ивановна с удовольствием очень легко отозвалась, и, к моему маленькому удивлению, с нами поехала в Гималай, и, вы знаете, у меня глубочайшее чувство уважения к этому прекрасному человеку только усилилось от этой поездки. Бывает по-разному, либо Гималай проверяют всех. Вот Майя Ивановна показала себя просто самой замечательнейшей стороны. Моя личная признательность всегда теперь Майе Ивановне за это. И когда мы думали, что мы можем подарить от Коми-республиканского Рериховского общества Майи Ивановны, то решили, что у Николая Рериха есть очень, по-моему, подходящая для этой цели картина. Вот кто-то там все время бурчит, а? Картина Я, называется пожалуй, «Два кто там бурчит? мира». Вот эта картина. Здесь Внимание мир, сюда. здесь мир наш земной, внизу вы видите, и мир выше, между ними облака, и высоко-высоко где-то в небе Канченджанга, одна из 8 по красоте картина. От нее веет свежестью, от нее веет вечностью, светом, гармонией. Это все то, что мы всегда находим в Майе Ивановне, когда о ней думаем, когда ее вспоминаем, беседуем о ней, когда просто встречаемся. Я думаю, она будет очень созвучна душе Майи Ивановне, будет передавать ей свою красоту, свою гармонию, свой свет, свою любовь, все то, что Николай Рерих заложил в этом чудесном полотне. Оно, кстати, находится в Нью-Йорке, но это копия очень близка к оригиналу и по размеру, и по... Я была в Нью-Йоркском музее Рериха. Помним, знаем. Надеюсь, что всегда Майя Ивановна будет из нее также черпать силы для своего прекрасного внутреннего душевного состояния, для света в своей душе. Ну, а мы будем через Майю Ивановну все это усиленно только чувствовать. Пожелаем Майе Ивановне очень многих лет прекраснейшей, чудесной работы и в университете, работы и общественной, работы и духовной, которая также есть у Майи Ивановны. И чтобы Майя Ивановна всегда нас радовала, наполняла наш город своей любовью, своей заботой, своим удивительным, чутким отношением к людям, чтобы все лучшие качества, которые бывают в человеке, мы их находим в Майе Ивановне, чтобы они только были и усиливались всегда. Большое